Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о причинах крупного пожара в поселке Аметьево. Он мешал пожаротушению, сотрудникам полиции тоже мешал. Там дотла сгорел частный дом. Проехал по голове человека. Страшное ДТП в Нижнекамском районе. И расскажем, как суд оценил проставление положительных оценок будущим врачам за деньги и без проверки их знаний. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Сгорел дотла. Минувшим вечером недалеко от проспекта Универсиады в поселке Аметьево сгорел частный дом. Очевидцы сообщили прибывшим на место пожарным, что внутри могут находиться люди. Дом в это время уже полностью был охвачен огнем. Сергей Хайдаров выяснил все подробности. Говорил, что ни в чем не виноват, не прекращал это повторять и сидя в полицейской машине. И как мог пытался достучаться до внимания и стражей порядка, и очевидцев. Правда, очевидцы были убеждены, что именно из-за его действий и сгорел частный дом номер 143 по улице Косогорная в поселке Аметьево. Говорят, что бывает, кто-то постоянно лазит, что-то там ищет, бьют там еще что-то. Он мешал пожаротушению, сотрудникам полиции тоже мешал, угрожал. То есть он пьяный, с бутылкой водки, его сразу повязали. Этот молодой человек живет по соседству с заброшенным домом. Мужчина рассказывает, что строение облюбовали лица без определенного места жительства. Обитали там почти год. Хозяин умер, по-моему, говорят. Там, раньше все нормально было, а вот буквально года 2, наверное, скончался и все. В здании, кроме вероятного поджигателя, никого не было. Сам мужчина в результате пожара не пострадал. С огнем пожарные справились за полчаса. Дом площадью 60 квадратных метров сгорел полностью. Сергей Хайдаров, Динара Камалова, Игорь Романов. Вызов 112. 30-летняя девушка, водитель автомобиля Kia, пострадала в результате столкновения с автомобилем Mercedes на перекрестке улиц Островского и Миннулина. Столкновение произошло в самом его центре. Как видно на кадрах с видеорегистратора, который был установлен в Мерседесе, 33-летний водитель выехал на перекресток на мигающий зеленый. И тут же произошла авария. В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали автоледи, а водитель немецкой иномарки прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Спиртного, рассказал молодой человек, экспертиза не обнаружила. На проспекте Ибрагимова под колесами иномарки оказался мужчина. По словам водителя, пешеход буквально выбежал на дорогу прямо перед капотом его машины. Дмитрий Аринин восстановил картину произошедшего. Выбежал из кустов, на дорогу выпрыгнул, я его даже заметить не успел, ничего среагировать. Выбежал на дорогу из-за кустов и через долю секунды оказался под колесами автомобиля, рассказывает водитель Honda Civic. Молодой человек долго не мог прийти в себя от эмоционального шока. Говорит, затормозить не было никакой возможности. Силуэт 46-летнего мужчины на оживленной дороге на улице Ибрагимова он заметил практически уже перед капотом. За считанные мгновения до удара. До этого, убежден молодой человек, дорога была пустой. В каком его состоянии везли в больницу? Виталик, а что ты тут 021 звонил? Лежачим. Удар был довольно сильным. Человек рухнул на капот и пробил лобовое стекло. После удара пешеход отлетел на несколько метров вперед. На дороге остались следы крови. У пострадавшего диагностирован перелом костей таза. Перейти оживленную проезжую часть он попытался в неположенном для этого месте. И на его одежде не было световозвращающих элементов. С учетом этих фактов, степень виновности водителей иномарки теперь предстоит определить сотрудникам автоинспекции. Дмитрий Аринин, Динара Камалова, Игорь Романов. Вызов 112. А на площади Тысячелетия 13-летний подросток оказался под колесами пассажирского автобуса 47-го маршрута. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу и в момент наезда был вместе с матерью. К слову, они приехали в Казань из Нижнекамска. Водитель автобуса при повороте направо не пропустил пешеходов. В результате происшествия пострадавший получил ушиб мягких тканей лобной области. Не заметил. А тормозиться у вас возможности не было? Я остановился, как успел.
Проехал по голове человека водитель иномарки сегодня рано утром в Нижнекамском районе Татарстана. Понял это не сразу. Препятствие видел, пытался объехать, но не смог. Понял, что проехал по человеку только тогда, когда вышел из машины. Все зафиксировала камера наблюдения, которая была установлена в автомобиле. Сергей Хайдаров посмотрел на происшествие глазами водителя. То, что видел водитель иномарки в момент происшествия, зафиксировал и регистратор. Увидев на дороге препятствие, решил его объехать, но все равно задел. Остановился чуть позже, посмотрел, вернулся обратно и пришел в ужас. Проехал по человеку. Скорую и полицию вызвал тут же. Примерно 3:30 утра на объездной дороге Камских Полян, недалеко от деревни Поповка, водитель автомобиля BMW 85-го года рождения, двигаясь со стороны Камских Полян в сторону города, совершил наезд на пешехода, который по неизвестным причинам лежал на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался в карете скорой помощи. По предварительной версии, водитель человека не сбивал. Автомобиль, предполагают инспекторы, проехал по голове лежащего на дороге мужчины. На самой машине нет ни царапины. Водитель иномарки в момент ДТП был трезв. На автомобиле BMW повреждений обнаружено не было. Это говорит о том, что водитель BMW не сбивал этого пешехода, а наехал на него, когда пешеход лежал на асфальте. Уже установлено, погибший 25-летний житель села Сухарево. Теперь следователям нужно установить, почему мужчина находился в момент происшествия посередине дороги и в каком он был состоянии. Сергей Хайдаров, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Асфальтовый каток опрокинулся на правый бок сегодня утром на улице Ленской в Казани. По предварительным данным, спецтехнику вез тягач. Плохо закрепленная машина сорвалась с платформы и, упав на дорогу, покатилась еще несколько метров юзом по асфальту. В результате инцидента никто не пострадал. Водителя мопеда госпитализировали в больницу после столкновения с автомобилем Nissan Almera. ДТП произошло сегодня вечером возле Кировской дамбы. По предварительной версии, автомобилист, не пропустив встречный поток, повернул налево. В результате маневра он сбил мотоциклиста. Объясняя, как так произошло, мужчина отметил, что из-за газели, перегородившей весь обзор, он не заметил приближающийся мопед. Сегодня Вахитовский суд Казани поставил точку в деле 56-летней Ленары Мусиной и 27-летнего Айдара Юнусова. Бывшего профессора Казанского медицинского университета и студента обвиняли в получении взяток и посредничестве. Следователи доказали, она брала деньги за экзамены, не проверяя знаний будущих врачей. А он организовал этот бизнес и брал за это свою долю. Какое наказание вынесут, расскажет Айрат Назипов. Она получала деньги за проставленные положительные оценки без проверки знаний, а он находил желающих за них заплатить и организовывал всю бизнес-схему. Преступный дуэт, по версии следствия, сформировался еще в сентябре минувшего года. Бывший студент указанного вуза Юнусов предложил Мусиной за денежное вознаграждение проставить нескольким студентам положительные оценки по модулям по дисциплине микробиология, без проверки фактических знаний по предмету, сдача которых является основанием для допуска к экзамену по указанной дисциплине. Криминальный тандем действовал 4 месяца. Его деятельность прервали оперативники, когда в январе минувшего года задержали Айдара Юнусова. Тогда, по данным гособвинения, к задержанному обратилась студентка 3-го курса с просьбой помочь сдать экзамен. Юнусов не отказал и предложил свой прайс за необходимые оценки. Обвиняемый предложил ей за 70 тысяч рублей проставить положительные оценки без проверки фактических знаний. При этом он намеревался получить от студентки 50 тысяч рублей за свои услуги. В связи с этим он сообщил ей о необходимости передать профессору 120 тысяч рублей. Согласившись, студентка вуза обратилась в полицию, и вскоре и преподаватель, и посредник были задержаны. Учитывая, что их поймали с поличным, отрицать свою вину уже не было смысла. Тогда же оперативники выявили еще несколько эпизодов незаконной передачи денег. В общей сложности обвиняемые заработали 300 тысяч рублей, большую часть из которых Юнусов оставлял себе. Приняв во внимание все сведения, суд приговорил Ленару Мусину к 4 годам лишения свободы условно, со штрафом в 400 тысяч рублей. Условное наказание получил и Айдар Юнусов – 3 года и 6 месяцев со штрафом в 500 тысяч рублей. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.